Эфир телеканала АТР продолжает «Заман». В студии для вас работает София Абляева. Здравствуйте. Черный день для крымских татар. Сегодня мир вспоминает столетие со дня трагической гибели духовного и политического лидера крымских татар Номана Челебиджихана. В Меджлисе 23 февраля считают днем траура. Он дал клятву умереть за свой народ и боролся за его независимость до последнего вздоха. О том, кем был Номан Челебиджихан, далее. Номан Челебиджихан родился в 1885 году возле Джанкоя в селе Буюк-Санак. Учился в сельской школе, затем в Занджирлы медресе в Бахчисарае. Далее 23-летний юноша поступил в Стамбульский университет. Там изучал право и богословие, занимался общественной деятельностью, писал стихи вместе с товарищами. Джафером Сейдометом и Абибулой Адабашем создали подпольную политическую организацию «Ватан» – «Родина», целью которой была национально-освободительная борьба и восстановление государственности крымских татар. «Я дал клятву, я дал слово за свой народ умереть». Это первая строка национального гимна крымских татар. Его Номан Челебиджихан написал в студенческие годы в Турции. После большевистского переворота в России в 1917-м и фактически распада империи у Номана Челебиджихана появляется надежда на возрождение государственности крымских татар. Он возвращается в Крым, где собирает вокруг себя других патриотов. Він очолював кримсько-татарський національний рух і структури національної самоорганізації в 17-му році. Фіналом його діяльності, його соратників було скликання Курултаю кримсько-татарського народу. Спочатку як установчих зборів, а потім як парламенту, як фактично всенародного з'їзду кримських татар. 13 декабря 1917 года первый Курултай крымско-татарского народа провозгласил создание Крымской Народной Республики. Председателем правительства выбрали Номана Челебиджихана. В прессе того времени его называли президентом Крыма. Сам Номан Челебиджихан будущее родного Крыма видел в создании такого государства, как Швейцария, маленького и цветущего. Однако воплотить это в жизнь не удалось. Независимый Крым не входил в планы большевистской России. Большевики разогнали Курултай, а 14 января 1918 года арестовали Челебиджихана. По данным историков, Номан Челебиджихан знал, что его арестуют. Он мог покинуть Крым, но не уехал, ведь дал клятву умереть за свой народ. 23 февраля матросы-большевики расстреляли его в севастопольской тюрьме, тело изуродовали и выбросили в море. Он хотел государственность для нашего народа, для нашей Родины. Номан Челебиджихан был зверски убит. С тех пор наш народ мучают, убивают, не дают жить. Мы приехали на свою Родину, но хозяева здесь другие. Они действуют, не спрашивая нас. Пусть спросят у нас. Историки говорят, фигуру Номана Челебиджихана трудно переоценить. Он был настоящим лидером и реформатором. За считанные месяцы он вел много демократических преобразований. Признал равенство мужчин и женщин, основал двуязычные газеты, ввел народное образование, создал крымско-татарские военные подразделения. Это был человек, который способен был объединить нацию. И если бы, конечно же, не грубая сила большевиков, скорее всего, его политическая будущность была бы чрезвычайно счастливой и очень важной и для Крыма, и для крымско-татарского народа. Все, без исключения, политические инновации того периода, и деятельность мусульманского комитета, и подготовка Конституции, и подготовка правительств. Все это вклад, и везде чувствуется и стиль, и рука Номана Челебиджихана. Память о Номане Челебиджихане и его жертвенной любви к родине и сейчас объединяет крымских татар в борьбе за освобождение Крыма от оккупантов. Все те цитаты, которые сохранились Номана Челебиджихана, что является очень символичным, на сегодняшний день словно как будто бы сказано сегодня же всему нашему крымско-татарскому народу. Эти его слова дают нам понять, где наша дорога, каков наш путь. И каковы вехи на этом пути. Эльвина Сейдбулаева, Заман, АТР.
Посвященный годовщине гибели Номана Челебиджихана в спорткомплексе КПИ в Киеве проходит турнир по национальной крымско-татарской борьбе «Куреш». Последний раз такие соревнования, организованные Крымской федерацией борьбы «Куреш», проводились 4 года назад в Крыму. И теперь традицию возродили на материковой Украине. Виктор Пономарев на прямой связи с нами. Виктор, расскажи, как проходят соревнования. Буквально декілька хвилин тому завершився джума намаз за участі муфтія Криму Айдера Рустемова. У своїй молитві він згадав про Номана Челебіджихана, про його визначну як політика і першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі і Білорусі діяльність. Власне, Номану Челебіджихану і присвячений сьогоднішній турнір з національної боротьби «Куреш». Зараз продовжуються змагання серед юнаків. Після цього відбудеться офіційна церемонія відкриття і змагання серед старших учасників. Власне, ми поспілкувалися з декількома з них. Переважно більшість учасників приїхали з Криму. Давайте послухаємо їх пряму мову. Мы приехали, конечно же, показать, на что способен Крым. Хочется проверить себя на таком международном уровне, показать, что мы умеем. Всех соперников вижу в первый раз, со всеми буду бороться впервые. Ну, ковер покажет, все увидите на ковре. Це перші змагання, організовані Кримською федерацією боротьби «Куреш» з моменту анексії за 4 роки. Ми також поспілкувалися з президентом федерації та організатором сьогоднішніх змагань Ленуром Іслявовим. Прошу його пряму мову. Вот такими событиями, которые сегодня за нашей спиной, то, что на материк сюда выезжают люди, не боятся, рискуют определенным образом тем, что они выезжают сюда на материк, подчеркивая свою проукраинскую позицию. Они выезжают здесь, борются. Номан Челебиджихан, если бы он сейчас был бы жив, он нами гордился. Власне, от буквально щойно диктор оголосив, що змагання, офіційна церемонія відкриття змагань відбудеться за 10 хвилин і попросив, щоб учасники підготувалися до церемонії. Ми продовжуємо залишатися тут і розкажемо про перебіг подій у наступних випусках. Дякуємо, спасибо. Это был наш Виктор Пономарев. Телеканал АТР следит за развитием событий на турнире. Не пропустите в каждом выпуске «Заман». Мы будем рассказывать подробности. В этот день 2014 года Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым. Это подтвердил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в своих показаниях в суде по делу Виктора Януковича. По его словам, в ночь на 23 февраля Путин провел тайное совещание с еще 4 самыми влиятельными должностными лицами России. Он был напуган, потому что накануне его вертолет по дороге из Сочи едва ли не попал в аварию. Путин это воспринял как покушение западных спецслужб. Из Украины тогда уже убежал Янукович, и глава Кремля запустил свой маховик аннексии украинского полуострова. В этот день в Крыму было много событий. Крымские татары в последний раз беспрепятственно и массово собрались в центре Симферополя. На площади Ленина они почтили память первого муфтия мусульман Крыма Номана Челебиджихана и высказали свое отношение к вторжению России на их родину. В Севастополе на пророссийском митинге выбрали так называемого народного мэра, а в Евпатории и Керчи устроили антимайдан. Итак, 23 февраля 2014 года в Крыму. Далее без комментариев. Мы обратились в Верховную Раду Украины для того, чтобы Верховная Рада Крыма была распущена. Там уже нет депутатов, там есть 85-90 безвольных существ. 10 дней мы дали Агееву и депутатам Симферопольского городского совета. Севастополь, Крым, Россия! Друзья, да все вместе! Крым не отдадим!
все разберемся за подразделение. Вы в своих комментариях и в своих... Написано «Процветание в единстве». Когда коктейли Молотова горящие падают на головы наших ребят, это уже оружие. Там у нас есть прополоска. Никто не отменял право каждого человека. Поговори со всеми. Возьмите референдум в Крыму, а не в Украине. Просто повесил флаг России на городской совет. Правильно! Сорвет YouTube! Прошу голосовать! Ну, депутаты, посмотрите, как голосует Севастополь! Украина может вернуть Крым безоружным путем. Об этом заявил бывший депутат Российской Госдумы Илья Пономарев на международном форуме по безопасности, который в эти минуты проходит в Киеве. Нашим журналистам Пономарев рассказал о необходимых условиях деоккупации. Важно, чтобы было движение в самом Крыму, которое было бы направлено на это самое возвращение, да, чтобы оно было наиболее массовым. И чтобы оно было не только в крымско-татарской среде, да, затрагивало бы широкие слои населения. Да. Оно видно, что вектор в ту сторону направлен, он еще пока медленный, потому что, чтобы он был массовый, нужно, чтобы Украина показывала сильно позитивный пример. Инициировала и заблокировала. Россия предложила провести чрезвычайное заседание Совбеза ООН по Сирии, но отказалась поддержать общее решение. Из-за обострения ситуации на окраине Дамаска за 5 дней атаки проасадовских сил погибли более 400 человек. Среди раненых тысячи. Швеция и Кувейт предлагали план, по которому огонь в этом районе противоборцы прекращают немедленно и на 30 дней. Одновременно резолюция возлагает всю ответственность за побоище на Башара Асада. Именно это не понравилось его союзнику России, и она документ заблокировала. Сегодня Совбез в очередной раз попытается вернуться к голосованию о перемирии. Госдепартамент США призвал Россию прекратить огонь на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Хизер Нуэрт. Таким образом, США отреагировала на гибель на Донбассе Сабины Галицкой, 23-летней медсестры. Она пыталась помочь мирным жителям возле линии разграничения. Госдеп напоминает Кремлю, из-за действия его сторонников на востоке Украины за 4 года погибли более 10 тысяч человек. Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывают Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН. Это все, что мы успеваем вам рассказать уже менее чем через час. Не пропустите новости с Эльмас Асан. Оставайтесь с АТР.